Ага, была. Привет, ребята. Я помню, что говорил, отныне постараюсь не пропадать. Но по итогу пропал на целых 3 года. Этому есть несколько причин. Во-первых, я работаю на севере, и, понятное дело, там нет нормального интернета, чтобы что-то выкладывать. Поэтому все видео на канале были созданы, пока я был в городе. Во-вторых, с начала этих трудных времен никак руки не доходили до создания новых роликов. Я прокрастинировал, все откладывал, ждал, что скоро все будет как прежде, и тогда я вернусь на канал. И в-третьих, проблемы с ютубом. Похоже, его закроют в нашей стране. В это сложно поверить, особенно если вы начинающий ютубер. А ведь сколько планов на будущее было. Сколько фильмов и игр можно было обозреть. Да и не только обзоры, но из жизни что-нибудь. Так что такие дела, ребята. Не жаль вас покидать. Берегите себя и своих близких. Я не уйду. Во-первых, на севере я больше не работаю. Во-вторых, я осознал, что мир меняется, и надо с этим смириться и идти дальше к своей мечте, несмотря ни на что. В-третьих, даже если YouTube закроют, думаю, выход всегда найдется, и я буду дальше радовать вас новыми роликами. Соберись, веди здоровый образ жизни. Чего это делать? Ну и раз такое дело, я забабахал для вас краткий обзор на игру Setter. Так сказать, в качестве извинения за тупую шутку. Игра от студии Monster Attack, вроде бы состоящая из одного человека, который также подарил нам Уран Хайдер против Аламогус. Игра-арена, где волнами на вас нападают враги в виде монстров. Их разновидность не столь большая, да и отличаются они друг от друга не сильно, из-за чего возникает чувство однообразности. Однако игру спасает его юмор и музыка. Я чуть живот не порвал от смеха, когда меня кружили, и я отмахивался от монстров ногой собаки. Ладно. Я отвлекся. Главная игра на данный момент у Monster Attack это Setter, который является первой частью серии. Прям как в Chilos Art. После того, как я доставлю 5 коробок, я на сегодня закончу. Паркервал Монтендир. Но уже в нашем родном сеттинге. Как пишет автор, в первой части игры вы окажетесь в школьных стенах, где вас ждет не только выполнение служебных обязанностей, но и загадки. Да блять, я не могу. По указанию директора вам предстоит решить ряд задач, которые откроют перед вами скрытые тайны этого учебного заведения. Игра начинается с рассказа главного героя, где он рассказывает про странный случай, произошедший в этой школе с охранником. То, что он умер при неизвестных обстоятельствах. Наша задача починить проводку и устранить протечку труб. Вместе с нами за компанию приехал наш пес по кличке Булчут. Заносим для начала школьные заказы. Затем направляемся в кабинет охранника. Записка на столе ничего нового не предоставляет, однако внизу сказано, что завтра приедет участковый. Скорее всего, по делу умершего охранника. Положив записку, я заметил под столом окровавленный листок с заявлением на увольнение, которое еще и заражено коронавирусом.
Герой его подхватывает, и у него проявляются первые симптомы. Что ж, пора за работу. Привет, с вами Данила Crazy 228. И сегодня у нас 24 часа челлендж в школе. Пошли. Здесь висит расписание. Это страшно. А еще великие биологи. Дойдя до щитовой, дверь оказывается закрытой. Значит, надо искать ключ. О, шахматная доска. В шахматах, как в жизни, каждый ход может стать последним. Обшарив шкафы, находим таки ключ. В конце коридора нет освещения, поэтому герой не решается туда заходить. Но это мы сейчас исправим. Открываем щитовую и выставляем цветовую комбинацию. Да будет свет. Дед выглядывает за холодильником. Да и хрен с ним. Мне надо работу доделать. С такими мыслями герой идет до туалета чинить трубы. Здесь надо решить головоломку, крутя вентилей, чтобы открыть проход. После идем к кабинету трудовика за вентилем. Вставляем назначенное место и крутим. На этом мои полномочия все, и можно ехать домой. Однако кто-то втихаря отсосал весь наш бензин. Ну чё, я считай главный по отсасыванию. Ну, в смысле бензина, вы там ничего не подумайте. Вспоминаем, что у охранника в комнате была канистра. Идем туда и от жесткого запаха горючего теряем сознание. Очнувшись, слышим, что волчут на кого-то лает. И видим силуэт человека в сортире. Это охранник. Это охранник. За это меня. Дед жестко флексит. А нам нужно бежать за собакой. Сквозь странные коридоры добегаем до сюрреалистичного двора. И находим могилу, из которой доносится лай нашего пса. Прыгаем туда, и нас закапывают. И на этом все. Чающий байтик. Эндин. Герой просыпается на том же месте, где надышался бензином. А что-то вот говорят, что бензин как-то там на мозг влияет. Не знаю, целый день сегодня с бензином, что-то никакого эффекта. О, видели? Руки. Забирает канистру и заправляет машину. И вместо того, чтобы поехать домой, герой решает ответить на звонок, который доносится с той самой закрытой двери медика. Внутри оказывается гадальные принадлежности и сейф, увидев который протагонист решает ненадолго тут задержаться. Теперь пришло время разгадки математических ребусов, который, по всей видимости, написал охранник от нехуй делать. Ну же, уёбок, давай разгадай это. Есть 3 класса с задачами на доске, первая из которых меня надолго так задержала. Но потом я позвал жену, и она все решила за пару минут. Сейчас объясню. Справа на доске у нас значение чисел, а слева данные, правый нижний угол которого мы должны найти. Подставляем числа на значение. Это, например, у нас будет 4, а этот знак 3, дальше тут 2, и тут 6. В нижнем ряду здесь 6, и остается неизвестное число. Чтобы его найти, надо понять, что их объединяет. Немного думаем,
И понимаем, что при умножении верхние два ряда равны 12. Это значит, неизвестное число равно 2. Записываем ответ и идем ко второй задаче. Здесь, в принципе, может разобраться даже конченый дебил. Тут также символы имеют свое значение, и вот по этим значениям решаем уравнение снизу. Ответ записываем. Остается последний ребус. Но тут мы просто собираем кубик по рисунку слева и с его помощью находим правильное соотношение среди 5 вариантов. В данном случае Это второй! открываем сейф при помощи найденных чисел, и внутри денег не оказывается, а лишь фото какого-то шамана. О, босс! Вдруг дверь закрывается, и на стене проецируется, кто бы вы думали? Это же Петр Нестерович. Блюдце начинает свое движение и, попрощавшись, прилетает прямо в ебало. Теперь уж точно в школе нечего ловить, и герой решает наконец-таки свалить. Давай, газуй, газуй, не жады! Давай, газуй! Но дорогу перегородило повалившимся деревом, а Булчут убежал вглубь леса. Бежим за ним, прихватив из машины фонарик, который все это время был там. Ориентируясь по лаю, в сад доходим до древнего гроба шамана. Светишь, лампу бери. Прибегает Булчут и начинает рычать на то самое захоронение. И в этот момент крышка открывается и с грохотом закрывается. Пес бежит, мы бежим. Вдруг слышим сигнал машины. По пути туда забредаем на кладбище. Машина, закинутая на дерево, начинает жестко флексить. И мы опять бежим. Добегаем до хижины в лесу, по пути прихватываем топор. Внутри фото хозяина, чей-то гроб и наш пес, запертый за деревяшками. При помощи топора мы его освобождаем. И в этот момент дух начинает распускать руки. Мама, блядь, дрова. Выбив дверь, начинаем бежать за Булчутом. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? По пути встречаем оленей с нормальным таким мяском. Пробегаем мимо захоронения, откуда торчат руки. И наконец добегаем до машины. Убрав препятствие все тем же топором, заходим в УАЗик вместе с компаньоном и сваливаем из этого сеттахского места. И на этом игра кончается. Однако у вас наверняка появились вопросы, например, что за ужас тут творится. Давайте попробуем разобраться. По ходу игры, как вы поняли, нам попадаются разного рода записки. Прочитав их, более-менее картинка начинает проясняться. Значит, дело было так. 18 января 1996 года после уроков несколько учеников втайне от учителей остались в школе с целью провести запрещенные мероприятия, а именно гадание с вызовом духов. Ритуал был исполнен успешно, однако вызванного духа не удалось отправить обратно. О произошедшем прознали и виновников наказали. До конца учебного года все было спокойно. 7 августа, придя в школу на ночную смену, охранник слышит грохот и шепот. 15 августа, после 3 часов ночи, сторож слышит из кабинета медика странные звуки, напоминающие скрежет. Причину установить не удалось. В начале учебного года ученики тоже начинают замечать неладное и предупреждают друг друга об этом. 6 сентября измотанный охранник пишет заявление на увольнение из-за ухудшения самочувствия, с которым уже не помогают справиться даже антидепрессанты, и теряет сознание. На утро его тело находят ученики.
Охранника срочно доставляют в больницу, но реанимировать его не удалось. По делу смерти сторожа должен приехать участковый. Однако до этого директор нанимает временного работника. Отсюда и начинается сюжет игры. Да, на некоторые моменты можно придраться. Например, головоломка с предохранителями. Честно, я чуть игру не дропнул из-за этого. На странице в Стиме видно, что решение должно было быть совсем другим. Еще третий акт, по-моему, слишком затянут, бесконечной беготней по лесу. Кстати, герой может умереть только в этой локации и самым унылым способом. Но в целом игра вышла годной, напоминает «Ведьму из Блэр» своей геймплейной составляющей. Особенно мне понравилась атмосфера и внимание к деталям. Есть такое чувство, будто я когда-то там был. Тем более не стоит забывать, что все это было сделано одним человеком. С нетерпением буду ждать новую серию. Под конец хочу поблагодарить моих подписчиков. Хоть и канал пылился где-то на краю ютуба, вас уже набралось 681 человек. По большей части именно вы смотивировали меня вернуться. Люблю вас, ребята. И на этом все. Ча, ще байтик. Я чуть не умер. Мне страшно закрывать глаза и открывать их. Блин, хватит цитировать «Ведьму из Блэр», я же могу умереть. Это был охранник или чудовище. Первый вариант страшнее, потому что наш охранник, по слухам, укусил 3 детей. Надо выбираться.